чеченцы с Шамилем с высот от Белготоя обстреливали русский лагерь, и Воронцов на следующий день послал генерала Лабынцева их с высот сбить. Дал ему 6 или 7 батальонов. Лабынцев, бывший командир кабардинского полка, Воронцову сказал неприязненно: «Что вы, ваше сиятельство, дали мне эту кучу милиции? Позвольте мне взять батальон или 2 кабардинского полка, это будет вернее». Воронцов, как всегда, улыбался, только губы у него дрожали, что бывало в сильном раздражении. Глубокий и крутой овраг отделял Дарго от Белготоя. Прошлый раз, когда Вильяминов переходил его, полевые орудия пришлось спускать в него, сняв с передка и затормозив крючковатыми срубами, к которым они были прикреплены канатами за лафетный хобот. И Лабынцев с собой орудий не взял. Бою предшествовала разведка, и в наградных приказах мы находим, что хорунжий Донского полка номер 53 Василий Свешников награждается орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость, за отличие, оказанное в деле с неприятелем 7 июля 1845 года во время произведенной рекогносцировки по левому берегу реки Аксай при селении Дарго». За эту же рекогносцировку получили Георгиевские кресты казак полка номер 28 Игнат Денисов и полка номер 48 Иван Расторгуев. Лабынцев, старый кавказский офицер, чеченцев с высот сбил, особенно отличился батальон Навагинского полка, хутора Белготоя пожег и вернулся, потеряв полковника, подполковника и 28 солдат, да раненых набралось 9 офицеров и 178 солдат. Вслед за ним на высоты по левому берегу Аксая, прозванные русскими артиллерийской слободкой, потихоньку вернулись чеченцы. С самого 6 числа конница их длинными вереницами тянулась по окрестным горам, обволакивая Дарго со всех сторон. А в лесу, в сторону Анди, без умолку стучали топоры, и с шумом и треском падали вековые чинары. Это Шамиль перекрывал Воронцову обратную дорогу. 8 июля русские хоронили своих убитых, служили молебен и панихиду. Цель экспедиции формально была достигнута. Что делать дальше, никто не знал. Солдаты исподволь скашивали поля, вырубали сады, разоряли уцелевшие сакли. Сам аул Дарго со своими маисовыми посевами лежал на берегу ручья к продолговатой котловине, окруженной со всех сторон горными лесистыми хребтами. Местность живописная, но опасная, отовсюду простреливается. Погода ухудшилась, пошел дождь со снегом. Сгоревший, разрушенный аул никакого укрытия не давал. Солдаты рыли ямки и по 3 человека грелись в них, укрывшись шинелями. Воронцов хотел строить в Дарго крепость, велел делать рогатки и рыть ров. Но все решили, что это несерьезно. С октября, как только снег выпадет, связь с Дагестаном прервется, а до Грозной леса и леса. Силы ограничены, батальоны слабы численностью. 4 сотни линейцев и 9 сотен конной милиции сохранились лучше, но надолго ли их по такой местности хватит? Удерживать развалины Дарго и вести беспрерывные перестрелки с роившимся вокруг чеченцами, постепенно потерять поодиночке весь отряд. Траву косить – драка, дров для костра нарубить – драка, лошадей напоить – полубатальон в прикрытие посылать, иначе перестреляют лошадей или отгонят. Везде горы, везде лес, а чеченцы злы и неутомимы в драке. Возвращаться назад через Андию в Дагестан означало признать бессмысленность экспедиции, а чеченцы расценили бы это как великую победу.
Оставалось идти на север к крепости Герзель-Аул и делать вид, что все так и задумано. Но и прорыв на север казался делом нелегким. Местность лесистая, густонаселенная, но русским мало знакомая, а идти 6-7 больших переходов. Боеприпасов же после жестоких боев не доставало, продовольствие заканчивалось. Раненых и больных много, и предвиделось еще больше. Солдаты жадно ели незрелую кукурузу и запивали ее горной водой. Так что лазарет был уже битком набит. Провиант и боеприпасы остались по ту сторону перевала. Транспорт с ними следовал в Анди из Темир-хан-Шуры и должен был прийти в Дарго 9 или 10 июля. Но на то, что он пройдет через перевал и лес, кишащий чеченцами, Воронцов не надеялся. Вильяминов, бравший Дарго 13 лет назад, через этот лес в Андию идти отказался. «В эту трущобу я не полезу, а дразнить их незачем». И Воронцов решил сформировать колонну и двинуть ее навстречу ожидаемому транспорту. В нее вошли 6 батальонов, часть конницы и 4 орудия, едва не половина отряда. Возглавил колонну генерал Клюки фон Клюгенау. Торнау, сам родной племянник корпусного командира Нейтгарта, дал в своих воспоминаниях характеристику главным действующим лицам грядущего похода. Клюки фон Клюгенау он описал как храброго генерала, у которого сердце было крепкое, а голова, к сожалению, не столь же крепко организована. Еще более едкую характеристику он дал генералу Пассеку, которому предстояло возглавить авангард колонны. Клуке фон Клугенау, отменно храбрый, но дальновидностью скудно одаренный генерал, не имел привычки портить свое здоровье трудом головоломных размышлений. В ту эпоху, в 1843 году, думал, распоряжался и писал за него подполковник Пассек, занимавший при нем должность начальника штаба. Поэтому все, что писалось от имени Клука, надлежало считать не произведением его генеральского ума, а Пассекова пламенного воображения. Сам же Пассек, на миг прослывший удивительным героем, ближе, приглядевшись к его делам и мыслям, оказывался не более как храбрец, для которого главную задачей жизни было восторгаться, скакать, стрелять и рубиться, отнюдь не думая о том, что могло выйти из такой стрельбы и рубки. Умел он также писать красноречиво, по справедливости сказать, несовершенно согласно с законами логики. Да не в этом беда, а главная беда заключалась в том, что он военного дела не знал и не понимал. Все его даже самые удачные действия носили на себе печать крайней необдуманности. Пассека Торнау почему-то особенно не любил и писал о нем убийственно. Хотелось ему покомандовать хоть несколько недель, сколько позволит Шамиль, завязать дело, написать громкую реляцию, получить награду, а там хоть трава не расти. Как он рассчитывал, так и сбылось. А какая беда солдату от того приключилась? Стоит ли принимать в расчет? На то и солдат, чтобы ему кости ломали. Интересно, что характеристику эту дает немец и дает 2 другим немцам. С 10 числа пошел дождь. Земля раскисла. Тогда же утром в горах показалась колонна из 6 рот Куринского полка, сопровождавшая транспорт с продовольствием. Вел ее подполковник Юлинг. По условию приблизившись, он в 3 пополудни дал 3 орудийных выстрела и пустил 3 ракеты. Клюки фон Клюгенау
получил приказ забрать с собой из Дарго раненых и больных, разместить их по два на вьючных лошадях и выступить навстречу Юлингу. Юлинга надлежало встретить по ту сторону леса, передать ему больных и раненых, от него принять сухари, боеприпасы и скот. Если невозможно будет доставить весь транспорт, нагрузить продуктами и боеприпасами солдатские ранцы и так доставить в Дарго. Отсюда и назвали солдаты экспедицию Сухарной. По ненастной погоде, скользя по глинистой почве, сметая завалы, которыми чеченцы уже успели перегородить дорогу из Дарго в Анди, Клюки фон Клюгенау начал свой поход. Опять в авангарде пошли куринцы с двумя горными орудиями, с ними стрелки и грузинская милиция. Прочие войска следовали эшелонами, между ними везли раненых и больных и гроб с телом генерала Фока. Справа и слева цепи егерей. Справа 4-й роты, слева 3-й. В арьергарде батальон с двумя горными орудиями и 200 линейных казаков. Командовал арьергардом генерал Викторов. Кто его, жандармского офицера, удосужился поставить на самое опасное место? Бог весть. Авангард под командованием генерала Пассека пошел тараном и с боем взял за час 15 завалов. А затем, передохнув, еще один, запиравший выход из леса. Последний взяли без выстрела, одними штыками. Чеченцы расступились, пропустили Пассека и на узкой горной дороге ударами с флангов разрезали отряд пополам. Арьергард под командованием генерала Викторова, оказавшись в окружении, продолжал путь вслед за Пассеком и главными силами, отбиваясь во все стороны и расчищая себе дорогу. В густом лесу стрелковые пары в боковых цепях теряли друг друга из виду, и чеченцы, выскакивая как из-под земли, рубили отделившихся солдат поодиночке. Особенно привлекал чеченцев гроб Фока, вернее галуны, которыми он был украшен и которые они стремились оборвать себе на украшение. Пассек своевременно достиг поляны, на которой его ждал транспорт и отряд Юлинга. Но арьергард Викторова завяз, окруженный неприятелем. Линейцы, потеряв много людей и лошадей, ускакали в Дарго. Сам Викторов был ранен, брошен побежавшими солдатами и добит чеченцами. Гроб Фока тоже не вынесли. Остатки арьергарда, потеряв два орудия, вышли на поляну к Пассеку и Юлингу уже в темноте. Чеченцы отстали, но весь вечер 10-го доканчивали и мучили захваченных раненых. В ночь с 10 на 11 июля Юлинг передавал колонне Клюки фон Клюгенау провиант, скот и боеприпасы. С запада, из лесу, доносился стук топоров и шум падающих деревьев. Чеченцы строили новые завалы, перекрывали дорогу в Дарго. А в сам аул Дарго ночью спустились из лесу несколько раздетых солдат Люблинского полка, которые во время боя притворились мертвыми, были обобраны чеченцами, а теперь вернулись к своим. Утром Юлинг ушел на Темир-хан-Шуру, забрав с собой раненых, а колонна Клюки фон Клюгенау, отягощенная обозом и гуртом скота, стала пробиваться к Дарго. Даргинская колонна двинулась дальше, привлекая к себе все силы чеченцев и отвлекая их от транспорта с ранеными. В авангарде шел батальон Кабардинского полка. Вновь пришлось брать завал за завалом, брать штурмом, на ура, штыками. Горные пушки против вековых деревьев, сваленных поперек дороги, оказались бессильны. Били из них по завалам лишь навесным огнем. Чеченцы стащили тела русских, убитых накануне и брошенных, и устлали ими местами всю дорогу,
так что временами приходилось идти в прямом смысле по трупам. Дважды чеченцы, бросаясь в шашки, разрывали колонну надвое. Милицию, шедшую в боковой цепи, перерезали. Рота Куринского полка, составлявшая противоположную цепь, растянулась и тоже понесла потери. Авангард продолжал движение, а основные силы и арьергард бросались на ура в штыки и с потерями восстанавливали связь. В жестоком бою почти весь обоз был потерян. Большую часть вьюков и 300 валов чеченцы отбили. Персы, наемные погонщики, разбегались или наоборот крутились под ногами, и солдаты их под шумок кололи. В топком месте был брошен завязший мул с бочонком червонцев. Чуть дальше, в подобной же топе, оставили орудие, у которого оказалась перебита прислуга и все лошади. Генерал Пассек погиб. Рассказывали, что перед атакой одного из завалов он зарубил замешкавшегося знаменного унтер-офицера, один бросился на чеченцев и получил в грудь в упор пулю из пистолета. 2 взвода Куринского полка тело его отбили, и он якобы успел сказать «Прощай, моя храбрая бригада». Тело Пассека передали солдатам из основной колонны, а они оставили его где-то по дороге. Но колонна все же прорвалась через завалы и спустилась в Дарго. В самом Дарго ночью встретили пробравшегося с запиской от Клюки фон Клюгенау юнкера Длашевского. Утром услышали условный сигнал. 3 орудийных выстрела и увидели 3 сигнальные ракеты. Шамиль, как мог, отвлекал русских, остававшихся в Дарго. С утра на поляне за Аксаем, под горный барабан, стройно маршировала колонна в 600 человек из беглых русских солдат, и комедия эта длилась целый час. Но Воронцов правильно оценил ситуацию и послал навстречу колонне Клюки фон Клюгенау 3 роты кабардинского полка под командованием самих Лидерса и Гурко, командира корпуса и начальника штаба отряда. 3 роты кабардинцев встретили выходивших в беспорядке из лесу пешую милицию и батальон Люблинского полка. Отступающие передали им, что в лесу дерется 2-й батальон кабардинского полка, оставшийся без патронов, и кабардинцы бросились в лес выручать свой батальон. Прапорщик Гейман, бывший в составе упомянутых 3 рот, вспоминал, что солдаты в лесу у одного из завалов действительно дрались штыками и перебрасывались камнями. Раздетые русские трупы лежали перед завалом в несколько рядов. У большинства были распороты животы. Подошедшие на помощь роты, что называется, приняли на себя прорывающихся и отступающих и встретили осмелевших чеченцев залпами в упор. Раненый в этом бою Гейман вспоминал, как 2 донских казака тащили волоком в огромном лубке труп Пассека, и самого Геймана солдаты положили на такой же лубок от поваленного и ошкуренного векового дерева, но чеченцы в очередной атаке прорвались к дороге и сбросили часть русской колонны во враг. Гейману удалось выбраться, а труп Пассека, видимо, в том овраге и остался. Так храбрый Клюки фон Клюгенау дважды перешел с боями перевал, туда и обратно, и 11 июля вернулся в Дарго. С собой он привел остатки обоза, 40 голов скота и 2 чемодана с почтой. Общие потери его колонны: 2 генерала, 17 офицеров, 537 солдат убиты, 32 офицера и 738 солдат ранены, 3 орудия оставлены неприятелю. Вместо боеприпасов и продовольствия Воронцов получил новые сотни раненых. 12 июля отряд Воронцова, сократившийся до 5000 человек и имевший более 700 раненых,
приготовился к движению на Герзель-Аул. Проводник Пуркей, уроженец Ауха, но житель Андреевского аула, обещал вывести. Продовольствие раздали в роты и батальоны, вьюки с офицерским имуществом и палатки сожгли. Особенно потешались, когда жгли имущество петербуржцев. Вьючных лошадей отдали под раненых. Часть конницы для этого даже спешили. Еще один немец на русской службе, граф Бенкендорф Константин Константинович, командир 1-го батальона Куринского егерского, вспоминал, как вечером перед походом офицеры его части роскошно поужинали, после чего у него осталось в кармане 4 плитки сухого бульона, а слуги сохранили кастрюлю и рис. Учитывая сопротивление чеченцев, лежащие до Герзель-Аула 40 верст, планировали пройти за 8 дней. И еще, ночью перед выступлением Бенкендорф сжег свои серебряные эполеты и аксельбанты с вензелем императора. Через лазутчиков Бельгарту в Гогатль направили приказ уходить, присоединяя оставленные гарнизоны в Шуру. Еще 11 лазутчиков отправились с записками к генералу Фрейтагу в Грозную, чтоб шел на выручку. Все они благополучно дошли. Первым юнкер кабардинского полка Длатовский. 13 июля русские оставили Дарго и атаковали скопище чеченцев на высотах Центури. Селение Центури лежало в 6 верстах за Белготоем. От Белготоя 2 лесистых гребня расходились под острым углом, волнообразно поднимаясь и спускаясь к нему. Единственная дорога, удобная для движения обоза и артиллерии, шла по правому гребню, который обстреливался с более высокого левого. Первым через Аксай пошел генерал Беляевский с обширонцами, люблинцами и стрелками. Главные силы со всеми ранеными и оставшимися тяжестями доверили генералу Клюке фон Клюгенау. Состояли они из батальонов Литовского и Замостского полков, а раненых непосредственно доверили Донскому походному атаману Хрещатицкому. Справа колонну прикрывал полковник Бибиков с Навагинским полком, Гурийской и Тифлисской милицией. Слева Меллер со сводным батальоном Куринского полка и теми же гурийцами. В арьергард, на самое опасное место, поставили 2 батальона кабардинского полка полковника Козловского и всю оставшуюся казачью конницу под командованием полковника Витовского. Возглавил арьергард Лабынцев. Как писал Торнау, в Кавказскую войну отступление было настоящим пробным камнем распорядительности, хладнокровия и находчивости начальствующего. Все горцы вообще, а чеченцы в особенности, слабо сопротивляясь при наступлении, бешено провожали наши отступающие войска, не давая им шагу сделать без драки. В 4 часа утра двинулась колонна. В арьергарде сразу же начался бой. За Аксаем пересекли глубокий овраг, который чеченцы простреливали картечью. Но стреляли они сверху вниз, неумело. Картечь переносила, и очевидец сравнил ее с летящей стаей птиц, шелестящих крыльями. Лабынцев и Козловский отбились штыками и ушли за овраг перекатами. Авангард атаковал, сбил и прогнал чеченцев у Центери и расчистил тем самым путь на Майюртуп. Убитыми за день потеряли 1 офицера и 5 солдат, ранеными 1 офицера и 4 солдат. Ночевать остановились у развилки 2 дорог, на Майюртуп и на Герзель-Аул. Урочище называлось Кичеть-Корт, курган совещания.
Надеялись, что чеченцы стянут силы к Майюртупу. Русским же в ту сторону идти – смерть, сплошные леса и верховья речек. 14-го туманным утром в 4 часа свернули на Герзель-аул и двинулись левым берегом Аксая на север. Справа река, напасть трудно, слева горы. Вдоль реки аулы и обработанные поля, место чистое. Главная трудность – овраги с черных гор, только бы дойти до Шуани, а дальше до Герзель-аула дорога известная. Генерал Лабынцев командовал арьергардом. Пройдя 5 верст, наткнулись на аул Гурдали, уже горящий. Стали обходить его и одновременно сбивать с высот вокруг чеченцев, которые мгновенно разгадали хитрость Воронцова и перекрыли ему дорогу. Миновали Гурдали, перешли овраг, расстреливаемый из пушек продольным огнем. Чеченцы насели как шмели, которых легче убить, чем отогнать. Следующий Ила-юрт. Решили стать там на ночлег. Но сначала надо до этого аула дойти, а перед ним засеки и завалы. Полковник Бенкендорф с куринцами и князь Эристов с карталинской милицией стали обходить, но заблудились и вышли не на фланг к неприятелю, а вывернулись прямо с фронта на расстоянии выстрела. И Бенкендорф, и Эристов получили ранения. Но авангард и главные силы нажали, сбили чеченцев, пошли дальше. Слева Навагинский полк застрял, и батальон люблинцев из авангарда свернул ему на помощь. А начальника авангарда не предупредили. Тот с обширонцами с единственным батальоном прорвался к Аллерою и не выдержал огня, залег перед завалом. Чеченцы стали авангард окружать. Главные силы поспешили на помощь. Несколько чеченских шаек прорвалось через боковые охранения и врезались в главную колонну. Раненый Гейман вспоминал, как бритоголовые чеченцы в темно-желтых черкесках с крашенными бородами, с оружием под серебром, с шапками за поясом стали рубить раненых и сопровождавших их солдат. В общем, все это движение стало сплошным нескончаемым боем. Доходило до того, что сам Воронцов обнажал шпагу. «Будем обороняться, господа!» Но делал это с досадным спокойствием и улыбкой, которые его никогда не покидали. Его поблекшие уста сохраняли непроницаемую улыбку, писал очевидец. За день прошли 12 верст. На ночлег остановились в Исса-юрте. Подсчитали, что потеряли за день убитыми 2 офицеров и 65 солдат, ранеными 14 офицеров и 158 солдат, контуженными 4 офицеров и 37 солдат. 7 человек пропали без вести. Подводя итог тяжелейшему дню, ночью началась гроза. В тот же день, 14 июля, полковник Бельгард стал уводить батальон Прагского полка и Донскую номер 1 конную артиллерийскую роту из селения Гогатль к укреплению Мачик-Кале. Уходили с боем, с жестоким боем. Командир батареи Исаул Краснянский сам стал за наводчика, а к 2 другим орудиям встали урядник 2 класса Нестор Махин и 4 класса Андрей Кисляков. Горцы чуть ли не верхом садились на пушки, и батарейцы, нервно сквозь зубы посмеиваясь, расстреливали их на 15 шагах. Ходили потом по низовым станицам легенды. Чучма озверела. Их собьют, они кидаются. Их собьют, они кидаются. Один все летает, зеленой утиркой попах перевязал. Наши по нем 2 раза на картечь били, не берет. Заговоренный, а я во что?
а сотник у них догадливый был. Заряжай, шумит медными пятаками. Как вдарили, так и покатился. С тем и отбились. Донская батарея, командир ихний гутарит, должна быть первая даже между нашими русскими батареями. Но разговоры эти были
Ставь, я